В свои 73 года Дугурхан Богатырева, можно сказать, начинает жизнь с чистого листа. В этом году бабушка впервые совершает хадж и надеется, что Всевышний примет ее старания и очистит от всех грехов. Отправиться в паломничество от Ингушетии к святым местам она планировала еще в прошлом году, но возникли небольшие проблемы с переездом из Республики Калмыкия. Сейчас документы собраны, поездка оплачена, остается только пройти вакцинацию и ждать заветного дня вылета. К этой поездке она стремилась всю свою жизнь. Да, пенсию ваша дита, тхану хам цохотше, хажвал квачеш хот миохи. Цундел мху хану хам дадахит хажайсо. Дахком мди хажц овахрм. Дах дезештэй пар хажвал дадахич. Ясмали лагиан мди да. Ежегодно Мекку посещают тысячи людей. За организацией священного паломничества внимательно следит комитет по хаджу. Претенденты должны вовремя подготовить документы и подать их в комитет. Первый – это заграничный паспорт нового образца, биометрический, на 10 лет. Это первый документ. Ксерокопия паспорта российского – это документ, который нам необходим для регистрации, места проживания и номер телефона данного паломника, чтобы мы могли, как говорится, все базу данных по данному паломнику занести, как говорится, во все, как говорится, инстанции. Основной перечень документов для паломников не изменился, но в этом году саудовская сторона все же внесла некоторые коррективы. Все паломники, желающие совершить хадж в этом году, получат от аккредитованных операторов специальные сертификаты. Туда вносятся паспортные данные паломника, регион регистрации и номер загранпаспорта. Сертификаты с многоуровневой защитой почти невозможно подделать, поэтому жители Ингушетии не попадутся на удочку мошенников, не имеющих права организовывать паломничество. Стоимость путевки также немного возросла. В этом году она составляет $3300. В эту цену входит вылет из аэропорта Магас в Медину и обратно из Джидды в аэропорт Магас, а также проживание в гостинице в Мекке. Представители комитета по хаджу отправятся в королевство Саудовская Аравия и проследят за тем, чтобы у будущих хаджи были все необходимые условия для выполнения одного из важнейших столпов ислама. Как вот эти последние годы условия проживания, как в гостиницах, и палаточных городках совсем, как говорится, видоизменились. В плане таком, что условия проживания в палатках Мина, в Арафате более благоустроенные. Люди, которые в прошлом году побывали, с хорошим отзывом по месту проживания этого гостиничного комплекса. Вот двух гостиниц, они находятся метров 50-60 через дорогу. Две гостиницы. Это тоже, как бы, недалеко друг от друга. Прием документов будет осуществляться до 10 июня включительно. Для паломников организуют прямые чартерные рейсы. Ну а первая группа паломников отправится в королевство Саудовская Аравия уже 31 июля. Микаэл Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.